Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия в деталях», с вами Яна Бабаева. Жизнь самого крупного города, построенного на вечной мерзлоте, всегда очень активна и насыщена. Благодаря работе окружной администрации решается большое количество вопросов, связанных с комфортом горожан. О том, как сегодня ведется работа в части строительства социальных объектов, дорог, а также насколько якутяне были готовы к смене автобусных маршрутов, мы поговорим с нашим гостем, заместителем главы по вопросам развития городского округа город Якутск, транспортных услуг и организации транспортного обслуживания Антоном Алексеенко. Добрый вечер, Антон Анатольевич. Здравствуйте, Ян. Предлагаю нашу программу начать с обсуждения, наверное, одного из самых животрепещущих вопросов последних нескольких месяцев. Это смена автобусных маршрутов. Вот давайте напомним нашим телезрителям о том, сколько сегодня действует маршрутов, как они организованы и вообще какая работа велась. Ну, вы совершенно правильно сказали, что в последнее время тема автобусных маршрутов, пассажирских перевозок, она одна из самых популярных, но на самом деле это не последние несколько месяцев, а, наверное, последние несколько лет. И если мы говорим о подготовке и в целом проводимой работе по внедрению изменений в маршрутную сеть, то она началась, конечно, не несколько недель или месяцев назад, а давно. И если говорить об аналитике, которую мы проводим по, скажем так, нерву, да, по запросам населения, то тема автобусных маршрутов, она всегда в топ-3, а чаще всего и топ-1. Топ-1. Ну, этому есть ряд причин, да, и предпосылок. Мы не будем, наверное, там далеко уходить совсем в прошлое, да, но так уж получилось, да, что пассажирские перевозки на территории города Якутска, ну, вот сложились так, как они сложились. Последние, там, наверное, 25-30 лет формировалась вот эта вот отрасль, да, были свои причины, почему она так формировалась. Но город растет, город Якутск у нас самый динамично растущий город на Дальнем Востоке. Население тоже растет, прирастает город новыми районами, новыми кварталами, да, вводятся крупные территории, где не точечная застройка, а прям квартальная, да, вот, микрорайон Прометей у нас появился последние годы, микрорайон Звездный сейчас активно застраивается. И все эти вот точки притяжения, они требуют, конечно, изменений, причем таких системных изменений по общественному транспорту. Да, скажем так, контрольной точкой у нас стала 18 ноября, когда мы перезаключили новые муниципальные контракты. Они до этого были заключены на 5 лет с пролонгацией. Вот этап отработали, да, на тех условиях, которые были. Мы перезаключили контракты новые. В результате чего немножко поменяли подход к формированию лотов, да, и отдельных маршрутов. Вот сейчас их по муниципальным контрактам, по нерегулируемым перевозкам на территории города, это у нас 5 лотов по 3 маршрута, их получается 15 маршрутов, плюс еще есть несколько лотов или несколько маршрутов, по которым перевозки осуществляет муниципальное автотранспортное предприятие. Вот. Это принципиально отличается от того, что было. Раньше на каждый маршрут был отдельный перевозчик, у него была зона ответственности только за один маршрут. Да? Он отвечал за количество выходов автобусов на линию, за интервалы движения. Сейчас мы постарались укрупнить, потому что это, ну, такая положительная практика, она дает возможность внутри лота осуществлять определенные корректировки. Да? То есть по какому принципу мы объединяли маршруты в лоты? У нас же есть аналитика, да? Там, к сожалению или к счастью, маршруты по городу Якутску, некоторые там задублированы, некоторые не задублированы, но они неравномерны с точки зрения пассажиропотока. А поскольку тариф нерегулируемый, да, это в значительном... То есть мы не субсидируем перевозчиков, не выплачиваем им какую-то компенсацию, да, за разницу между тарифом и фактической собираемостью. Да, то есть это нерегулируемый род деятельности. Вот. Поэтому все очень сильно зависит от пассажиропотока. И в результате этого некоторые маршруты могли обновляться, осуществлять движение по маршруту, ну, вот, с достойным уровнем исполнения графиков. А некоторые, к сожалению, ну, были лишены этой возможности, потому что пассажиропотока нет. Вот яркий пример — маршрут номер 8, да, который мы в прошлом году пытались реанимировать, но, к сожалению, этого не удалось сохранить его нам. Да? То есть выход на линию совершенно неприемлемый, это менее 50%, и ну, вот пришли к тому, что там, перераспределили. Точно такая же история ждала у нас маршрута номер 15 и 25, да, которые
не пережили бы у нас эту зиму, да, мы видели, как они работали прошлые годы, да, когда по 4, по 2 машины выходило на линию, в результате чего интервал движения составлял Очень там большой, полтора часа, да, огромное количество жалоб и нареканий поступало в наш адрес как организатора, да, и вот мы вынуждены были сделать перераспределение. Сейчас система работы немножко другая, маршруты некоторые поменялись, появились новые, допустим, 12-й маршрут, 11-й маршрут. Схему движения немножко поменял там 4-й, 14-й маршрут. Мы охватили вот новые микрорайоны, допустим, микрорайон Звездный, да, в котором активно ведется до сих пор строительство, и уже заселено довольно большое количество домов. То есть вот туда завели маршруты городские, добавили в микрорайон Прометей, так как там тоже по утрам очень значительное переполнение было. Сейчас один из центральных маршрутов, маршрут номер 5, туда был добавлен. Поменяли схему движения автобусов в районе птицефабрики, то есть там перераспределили. В целом, в общем-то, постарались сделать такую сбалансированную схему. Да, надо сказать, что это изменение, которое сейчас вот реализуется, да, это не конечная модель, да, это не конечный результат, к чему мы стремились. На самом деле, такая кардинальное изменение схемы, оно требует значительно большего времени и значительно большего ресурса. Да. Сейчас мы вот работаем, как говорится, с тем, что есть. В да. тестовом режиме, можно сказать, не то чтобы в тестовом режиме, можно сказать, что это первый этап внедрения изменений. Опять же, мы не перешли на систему брутто-контрактов, да, которую мы видим для себя как конечную цель, которая позволит в полной мере регулировать, да, систему пассажирских перевозок, брутто-контракт с регулируемым тарифом. Но сейчас мы не можем себе этого позволить, потому что это требует дополнительного, скажем так, дополнительной поддержки со стороны бюджета, да, бюджетного плеча. Это сейчас реализовать невозможно. Да, у нас есть четкое видение, как это сделать, но позволить мы пока себе этого не можем. Да, поэтому мы сейчас выстроили схему работы таким образом, чтобы в большей степени обеспечить стабильность. Да. Если говорить о цифрах, то вот по аналитике за 2022-2023 год, да, на контрольную дату у нас, к сожалению, исполнение графиков составляло там, в районе 75-77%. Да? Вот до ноября 2024 года картина была такая. Где-то выше, где-то ниже. Сейчас мы перераспределили и вышли на цифру там, порядка 90%. Да, есть дни, когда есть сходы, и эта цифра составляет там, 87-86%. Да? Но есть дни, когда она и за 94 шагает. То есть мы считаем, что путем этих перераспределений стабильность перевозок мы все-таки значительно повысили. Вот какой совет вы можете дать якутянам, вот как лучше привыкнуть к новым маршрутам? Я думаю, что проблемы есть, скорее всего, у тех, кто не так активно пользуется социальными сетями, допустим, теми приложениями, которыми пользуются молодые люди. Я думаю, что это люди в возрасте. Вот как им правильнее организовать свой маршрут и как распределять время? Да, смотрите, пассажирским транспортом на территории города ежедневно пользуется довольно большое количество народу. Это больше 100 тысяч поездок ежедневно. Там есть совершенно разные категории граждан. Есть и молодежь, и люди постарше. Что касается изменений, несмотря на то, что определенную подготовку к ним мы провели, постарались информировать всех максимально, и в газетах печатали, и информационно рассылали через различные ресурсы, все равно есть моменты, когда люди не сразу реагируют на изменения. Это, на самом деле, наверное, нормально. Да, я с вами согласна. Я все равно придерживаюсь тезиса, что если я постоянно пользуюсь пассажирскими общественным транспортом, да, я пассажир, который регулярно им пользуется, я все-таки должен немножко заранее готовиться к тому, что меня ждет. Да? Но так или иначе, все равно какие-то острые моменты они могут быть. Вот. Да, у нас есть приложение «Умный транспорт», которое работает довольно стабильно. Есть отдельные моменты, когда оно, скажем так, сильно зависит от качества покрытия, да, от интернет-соединения, да, которое в автобусе есть, да, то есть он там немножечко бывает сбоит, да, но это все равно частные случаи. В основном приложение работает корректно. Что касается самих маршрутов, в самых популярных приложениях, да, схемы движения у нас они тоже отображены. Массовая рассылка нами также проводилась. На сегодняшний день у нас есть колл-центр, да, где мы собираем обратную связь от населения, отвечаем на вопросы. Туда ежедневно поступает довольно большое количество обращений. Он у нас с прошлой недели заработал, то есть там
в любое время там, с 7 до 9 можно позвонить и задать любой вопрос, получить ответы по графикам движения, и по схемам, и по каким-то таким отдельным вопросам. Кто-то что-то потерял, да, кто-то что-то нашел. Вот по таким вещам тоже можно задать вопрос. Там можно получить разъяснение. Ну, вот в рамках реформы городской транспортной системы были закуплены новые удлиненные автобусы с удлиненной базой. Вот насколько они себя зарекомендовали, то есть все же привыкли к ПАЗам, но говорят, что все-таки такие автобусы удобней. Ну, смотрите, в рамках нашего изменения маршрутной сети и подготовки, ну, мы не говорим, что сейчас идет реформа, да, мы можем сказать, что это подготовка к реформе. Вот. Закупка новой техники, да, она начала осуществляться с 2022 года. То есть первая партия автобусов, она поступила, ну, вот, из новых, да, она поступила в 2022 году. Это были автобусы для муниципального предприятия и для частных перевозчиков. После этого были закуплены автобусы вообще большого класса. Это автобусы марки «Лиаз», которые у нас там почти 12-метровые, с трехдверной конструкцией. В общем-то, ну, автобусы большие. И в этом году как раз перед внедрением изменений мы вот ждали последнюю партию автобусов. Частные перевозчики закупили порядка 19 автобусов марки «Волгобас». Это автобусы среднего класса, увеличенного среднего класса, которые также сейчас работают на улице, на маршрутах. Ну, что можно сказать? Да, провозная способность этих автобусов значительно больше, чем ранее курсировавших в полном объеме на перевозках автобусов марки «ПАЗ». Ну, это и понятно, эта техника более новая, современная, она низкопольная, она оборудована дополнительными отопителями, кондиционерами. Провозная способность одного транспортного средства значительно больше. Да? Если мы говорим, что ранее у нас там на линии автобусов, может быть, работало и больше, да, но провозная способность у них была значительно меньше. Сейчас, с учетом того, что вышли автобусы среднего и большого класса, да, провозная способность, несмотря на количество техники, которая, может, на отдельных маршрутах стала меньше, да, провозная способность стала больше. Технику, которую мы эксплуатируем там, с 2022 года, да, она уже прошла у нас суровые наши зимы. В принципе, не сказать, что у нас там большие с ней проблемы. Если автобусы старые, да, у которых пробег там, по 700-800 тысяч километров был ранее в ЕПАКе, да, у нас доходило до 18 сходов в день на маршрутах, то сейчас, конечно, такого не наблюдается. В любом случае, техника как бы бывает, что выходит из строя, да, это нормально, мы ее оперативно стараемся, как говорится, починить, вернуть на место, но бывают, к сожалению, бывают неприятные моменты. Вот недавно у нас даже, несмотря на то, что мы готовимся и так далее, первый же рейс маршрута номер 1 не смог выйти по техническим причинам, да, то есть, ну, не то, что не смог выйти, он сошел с линии, поэтому пришлось там оперативно его заменять. К сожалению, такие моменты бывают. Просим как бы горожан с пониманием к этому относиться, но мы стараемся, конечно, планово обеспечивать выход графика. А насколько хватает водителей? То есть были некоторые сообщения в социальных сетях о том, что даже несмотря на хорошую оплату, достойную, водителей не хватает. Вот как сейчас обстоит это дело? Ну, надо сказать, что ситуация с нехваткой водителей, да, именно водителей категории D на общественном транспорте, да, она, безусловно, есть, и она характерна не только для города Якутска, и не только для дальневосточного региона. В целом по стране не хватает водителей категории D, да. Там, для справки можно там, посмотреть, если кому интересно. Там, больше всего водителей категории D не хватает в Москве, да, то есть в Мосгортрансе там тоже не хватает водителей. Вот. И у нас, конечно же, тоже это касается и частных перевозчиков, и муниципального предприятия. Мы последние пару лет поработали там, со штатным расписанием, постарались поднять зарплаты в рамках нашего муниципального предприятия. Да. Я не скажу, что это самые высокие зарплаты в городе или в регионе, но мы стараемся, во всяком случае, ежегодно поддерживать эту отрасль, потому что мы понимаем, достойная оплата труда — это один из основных залогов успеха. Залогов успеха, да, даже это касается не только того, чтобы привлечь новых водителей, да, а сохранить тех, кто есть сейчас. Действительно, отрасль очень остро испытывает необходимость в новых кадрах. На сегодняшний день потребность есть, это более 50 вакансий в муниципальном предприятии, а если говорить о всем автопарке частных перевозчиков, там более 200 вакансий есть, поэтому
сейчас очень остро этот вопрос стоит, да, в плане того, что резерва абсолютно нету, да, если мы говорим, что люди начинают болеть или там, уходят в отпуск, да, свой плановый, да, бывает иногда очень сложно обеспечить полностью их замену. Поэтому, да, проблема в этом остается. Но при этом буквально на днях пришла хорошая новость от мэра города Якутска Евгения Николаевича Григорьева о том, что у нас не будет повышения тарифов. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. Вот как получилось так, что все сохранили? Ну, смотрите, несмотря на то, что мы ежегодно стараемся работать с тарифом, да, вот там, с 2021 года, мы понимаем, что отрасль, но она очень сильно зависит от, поскольку тариф нерегулируемый, да, я напоминаю, все зависит, конечно, от средней стоимости билета, да, и от пассажиропотока. Наверное, когда мы индексировали тарифы прошлые годы, да, мы в значительной степени стремились к тому, чтобы перевозчики заходили в обновление подвижного состава. Это дало свои определенные результаты. Да, за последние пару лет вот, мы довольно неплохо смогли подтянуть обновление подвижного состава. Да. В этом году, понимая, что сейчас у нас в полной мере еще не стабилизировалась в результате изменения маршрутная сеть, да, пассажиропоток перераспределяется, было принято решение пока не, скажем так, не повышать тариф, ну, скажем так, работать с тем, что есть, да, потому что, как показывают цифры, как показывает статистика, да, на самом деле прирост пассажиропотока в результате изменений, он есть. То есть люди на самом деле в целом по городу стали больше пользоваться общественным транспортом. Может быть, у кого-то появилась уверенность, что он стал ходить стабильнее, да, и они стали его использовать как основное средство передвижения. Где-то появилась дополнительная доступность, да, как вот я уже говорил, в отдельные микрорайоны. Поэтому пассажиропоток немного прирастает, и мы считаем, что это, наверное, поможет пока не лихорадить дополнительно эту отрасль. Давайте напомним нашим телезрителям, кто может воспользоваться бесплатным проездом. Ну, на территории города у нас ранее бесплатным проездом пользовались школьники, да, но сейчас с вступлением в силу указа главы республики у нас и все многодетные также пользуются бесплатным проездом. Плюс есть социальные категории граждан. Я напомню, если все льготные категории граждан собрать, то порядка там, почти 30% от всех пассажиров у нас пользуются льготами. Ну, предлагаю нам перейти к следующему блоку вопросов и поговорить про строительство дорог. Вот какие задачи были выполнены в 2024 году текущем? Ну, надо сказать, да, что в части строительства, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог последние годы мы, конечно, работаем в рамках основного нашего направления. Это национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Этот год у нас является, скажем так, финальным годом в реализации национального проекта. Значит, индикаторы, которые были поставлены с 2019 по 2024 год, в этом году у нас выполняются на 100%. То есть 81,2% автомобилей дорог города Якутска приведены в нормативное состояние. То есть в этом году мы завершаем, практически уже везде по физике работу завершили, где-то идет приемка документов, да, то есть где-то подключение линий наружного освещения, то есть по основным видам работ, по асфальтированию, благоустройству, устройству знаков и так далее, все работы завершены. Это порядка 31 с лишним километра дорог в этом году. И в целом за период реализации это более 160 километров дорог приведены в нормативное состояние. Но это не означает, что у нас проект «Безопасные и качественные дороги» закончился, и дороги... Закончились вместе с ним, да? Дороги закончились вместе с ним. Уже анонсировано и определены параметры нового национального проекта. Он сейчас будет называться «Инфраструктура для жизни». Он объединил в себе различные направления как жилищного строительства, так и строительства элементов инфраструктуры. У нас уже есть планы на ближайшую пятилетку, да, то есть продолжать строить дороги в Якутске мы будем с поддержкой федерального центра, с поддержкой Министерства транспорта республики, да, дорожного фонда. То есть мы планируем работы продолжить. На сегодняшний день у нас есть 100% контрактация по объектам 2025 года. Это
скажем так, индикаторные в рамках меморандума у нас 12,5 километров, но также будем работать над увеличением этого показателя. Поэтому планируем в следующем году также все работы в срок закончить. А в каких районах хотя бы? Вот я понимаю, что, конечно, очень сложно назвать улицы, но хотя бы районы, какие будут охвачены. Нет, смотрите, назвать не то чтобы сложно. У нас есть и в пригородах дороги, там, и в Кангаласах, и в районе Покровского тракта, где индивидуальный жилой сектор. У нас улица Белинского есть, да, которая уже там, переходящая с этого года законтрактованная. Вообще, в целом, у нас план дорожных работ по городу утвержден до 2028 года, да, поэтому с ним можно ознакомиться, посмотреть, в каком году конкретно ваша улица попадает под ремонт или капитальный ремонт. Есть также и неиндикаторные объекты, да, которые, допустим, не имели отношения к нацпроекту БКД, но тем не менее в этом году были выполнены. Допустим, характерный пример — это подъездная дорога к подстанции Намыв, где у нас сейчас сформирована площадка и подъездной путь к судам на воздушной подушке. Тоже в этом году мы его довольно успешно реализовали. Ну, вот у меня есть свой личный вопрос, скажем так. На улице Автодорожная каждую весну и осень вот случаются провалы. Если зимой как бы еще их хорошо видно и можно их там объехать, вот как будут ремонтироваться такие истории? То есть я понимаю, что у нас вечная мерзлота и что это, ну, как бы история обычная, но вот хочется как-то все наладить. Да, эта улица у нас сейчас называется проспект Михаила Николаева. Да, кстати. И это одна из таких очень нагруженных и, безусловно, там, жизненно важных улиц нашего города. В плане дорожных работ у нас эта улица также нашла отражение. Если мне не изменяет память, это 26-28 годы. Объект большой, объект сложный. Ну, что касается каких-то, скажем так, сложных участков дорог, да, мы понимаем, что все зависит от конкретных условий, да, конкретно разработанной проектной документации и реализации тех или иных технических решений. Вот проспект Ленина показал, что в сложных участках тоже можно работать, да, там у нас и коллекторы есть, там у нас и замена грунта просто беспрецедентная проводилась, да, и по большому счету все работы выполнены, да, какие-то сложности есть, все-таки мы живем с вами на вечной мерзлоте, да, у нас и растепление грунтов имеет место быть, и протечки инженерных коммуникаций. Что касается как раз вот участка сложного на проспекте Николаева, там у нас есть подземные коммуникации большого диаметра, которые осуществляют как бы растепление грунта, да, здесь тоже надо работать. Есть современные технологии, теплоизоляционные экраны, да, в общем-то здесь понятно, как в этом ключе действовать. У нас на плановый период довольно много сложных больших улиц. Это и улица Дзержинского, есть и 50 лет Советской Армии, и улица Аюнского, да, где большое количество инженерных коммуникаций. Везде мы проектируем, проходим экспертизу и готовимся к тому, чтобы на эти такие судьбоносные объекты по городу заходить. Вот проспект Михаила Николаева один из них. В плановом периоде мы его, безусловно, должны выполнить. Хорошо, очень сильно ждем. А вот расскажите, сейчас вообще есть ямочный ремонт, ну, так называемый? Конечно, так называемый ямочный ремонт есть. Ежегодно, начиная с мая месяца, мы заходим в это мероприятие. Каждый год стараемся увеличивать количество, скажем так, работ, да, и то количество дефектов, которые мы можем покрыть в рамках ямочного ремонта. Последние пару лет мы применили практику привлечения дополнительных подрядных организаций. Это делается не только силами, допустим, там, предприятия акционерного Якутдорстрой, также привлекаем других подрядчиков. Если раньше там, по 1-2 бригады выходило одновременно на ямочный ремонт, вот в прошлом году, в этом году, особенно активно мы готовились к играм «Дети Азии», в этом году у нас до 7 бригад ежедневно выходило на ямочный ремонт. И точно так же мы продолжим и в следующем году. Это довольно неплохая практика. Вот расскажите о ходе исполнения указа главы Республики Саха-Якутия Александра Сергеевича Николаева о развитии города Якутска, вот столицы Республики Саха-Якутия, на период до 2032 года. То есть это большая масштабная работа. Вот давайте какие-то самые, может, основные моменты. Да, безусловно, такой стратегический указ у нас есть, но надо отметить, что у нас есть в той же канве и другие, скажем так, верхнеуровневые документы, такие как распоряжение правительства Российской Федерации по долгосрочном плане о комплексном социально-экономическом развитии. В общем-то, это все направлено в рамках реализации развития города Якутска как лучшего города на вечной мерзлоте. У нас есть утвержденный президентом мастер-план
развития городской агломерации. И некоторые объекты из него уже в этом году реализованы. Мы все с вами видим, что есть благоустройство площади Ленина, есть благоустройство набережной Романа Дмитриева, есть благоустройство озера Сайсар. Это вот те крупные объекты, которые за 2024 год были реализованы. При этом есть и другие мероприятия, которые нашли отражение в этих стратегических документах. Да, это строительство школ, строительство социальной инфраструктуры. Да, вот мы, наверное, каждый горожанин видит, что у нас на проспекте Ленина школа номер 1 строится, которая в следующем году будет введена. Это вот одна из 12 объектов школьного образования, которые отражены там, вот, в мастер-плане или долгосрочном комплексном плане. Да. Ведется масштабная работа по вот, квартальной застройке. Да. Сейчас микрорайон Звездный. Активно завершаются работы в секторе С. Сектор А введен 2 года назад. Еще там будет и сектор Б, и социальные объекты, там школы строятся. Сейчас активно ведется работа по расселению 17-го квартала, где будет реализован крупный объект, крупный микрорайон жилой, это микрорайон спортивный. Там тоже начато строительство и социальных объектов, и инженерной инфраструктуры. Это, в общем-то, такие крупные объекты, которые все нашли отражение в стратегических указах главы. Ну, вот давайте подробнее немножко поговорим о строительстве социальных объектов. Вот какие социальные объекты в 2024 году строятся или, может быть, построились, и какие планы на 2025 год? Ну вот, раз уж я уже коснулся, у нас есть школа номер 1 на проспекте Ленина. Она в этом году начала строиться, да, и начали ее строить. В следующем году она будет вводиться. Если говорить об объектах, которые в этом году уже будут завершены, это, безусловно, пристрой к школе номер 29, который мы завершаем. В этом году также ведется строительство 3 пристроев к объектам образования. Это пристрой к школе номер 19, школа имени Ягодкина. Это первая Мархинская школа, которая уже фактически все работы завершены. Также активно сейчас ведется строительство такого же пристроя к зданию Сахаполитехнического лицея. Да. Это все пристрои на 326 мест, которые вот в этом году были начаты и в этом же году должны быть завершены. Помимо этого строятся и другие объекты образования. Это, безусловно, строительство, наверное, самой крупной школы на 990 мест в микрорайоне 153 на ДСК. То есть в этом году ее тоже должны завершать. Также ведется строительство адаптивного образовательного комплекса, да, с интернатом. Этот объект, скорее всего, будет... полный комплекс будет завершен. Там он включает в себя и школу, и интернат, и детский сад. Полностью он будет завершен в следующем году. Вот. Также в следующем году планируется завершить строительство коррекционной школы номер 4 на Пирогова. То есть количество объектов образования, которые за этот и следующий год будут строиться, довольно значительно. А объекты здравоохранения? Объекты здравоохранения также строятся. Да, вот мы все знаем, что у нас был реализован онкологический центр. Да, сейчас вот в Гагаринском округе поликлиника на 600 посещений в смену строится. В следующем году будет начато строительство поликлиники в микрорайоне Звездный. Вот если у горожан есть какие-то вопросы или предложения, то есть сфера вашей деятельности очень большая, обширная, куда обращаться, что написать, кому написать? Вот, допустим, по автобусам разобрались, на горячую линию позвонить. Если по дорогам? Смотрите, у нас есть структурные подразделения в окружной администрации, да, ответственные за отдельные сферы деятельности. У нас есть управление транспорта и дорожного хозяйства. Можно обратиться туда. Всегда можно написать на сайт окружной администрации со всеми обращениями. Там работают и распределяют их по отраслям. Точно так же у меня, если у вас есть какой-то вопрос, который непосредственно ваш, вы хотите его обсудить, у всех руководителей окружной администрации есть дни приема граждан. У меня каждую среду целая очередь, поэтому я не скажу, что там сразу же в ближайшую среду попадете, потому что нет, к сожалению, такой возможности в день по 10 человек принимать, да, но каждую среду у меня есть день приема граждан, там, с 4 до 6 я готов выслушать. С чем приходят? Абсолютно разные жизненные истории. Какие-то решаются быстро, какие-то, к сожалению, решаются или очень не быстро, или их решение сейчас в принципе невозможно. Это и вопросы, связанные с переселением из аварийного ветхого жилья. Это и вопросы, связанные с земельными участками, с перераспределением, смены территориальной зоны. Абсолютно разные. Стараемся везде проявить такой индивидуальный подход и
попытаться помочь в рамках правового поля. Я вот когда к нашему эфиру готовилась, читала в интернете разные мнения людей, и один вот вопрос меня тоже заинтересовал, хочу вас спросить. То есть у нас сейчас строится Звездный, заканчивается, то есть это большое количество жителей, и у нас есть Покровский тракт, у нас есть проспект Михаила Николаева и улица Кульбертинова. Как будет организован транспортный поток? Потому что мне кажется, что загрузка будет очень большая. И насколько там вот дорога будет справляться, как-то об этом явно подумали же. Ну, безусловно, смотрите, если мы говорим про микрорайон Звездный, который сейчас строится, это же не только жилье, это и школы, и детский сад, и поликлиника, и это в том числе улично-дорожная сеть. В этом году мы завершили этап строительства именно улично-дорожной сети сектора А, то есть выезд на улицу Воинская, да, как раз куда у нас зашел маршрутный автобус номер 14. Также в следующем году, в этом году начали, в следующем году завершаем строительство первого этапа, вернее, первого подэтапа, второго этапа строительства улично-дорожной сети, это микрорайон, сектор С микрорайона Звездный. Также будет и второй этап строительства, и третий этап строительства, который подразумевает выезд и на Покровский тракт. И в этом году мы завершили ремонт улицы Ивана Крафта, которая как раз с Кульбертинова можно напрямую заехать в сектор С. То есть на сегодняшний день, то есть там есть 3 выезда из этого крупного жилого массива. И в сторону птицефабрики, и в сторону Покровского тракта, и в сторону проспекта Михаила Николаева. В общем, в Звездном не останешься, можно будет уехать. Ну, я надеюсь, что все будет по плану. Это здорово. У нас с вами предновогодний выпуск, поэтому у вас есть уникальная возможность обратиться к жителям Якутска. Пожалуйста. Дорогие горожане, с большим удовольствием хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Я надеюсь, что этот год, несмотря на все его сложности, да, на все его такие неординарные события, в целом остался для вас успешным. Я надеюсь, вы успеете завершить все то, что было начато, и с хорошим настроением, с полной уверенностью в завтрашнем дне вступите в следующий 2025 год. С наступающим! Я благодарю вас за интересную беседу. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Яна Бабаева. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.